Так, сделаем все. Все. Так, тут же можно что-нибудь купить и продать, да? Да, да, здравствуйте, уважаемый клиент, добро пожаловать в мой магазин. Купите что-нибудь, ке-ке-ке. 100 крепежков всего лишь. Чё? Я думала, он там мульон. У меня еще золотые часы есть. Определенно точно не обязательно сделаны из золота, бесполезны в битве. Часы тоже продать? Ну, часы даже дороже этого. Как там его? Жемчуга. Купить. Жизни джем. Так, давайте 2 штуки возьмем. Так. И попкорн, наверное. 5 штук. Нет, 4 штуки. Так, что еще? Все пока. Сохранимся, конечно же. Еще раз. Все, пошли. Что там дальше? Вау, это кто? Ростокрот дохлый какой-то. А что они все дохлые? Что с ними стало? Что они все какие-то? О, кладбище. Чего, стой? Я уже все. А что такое? Что такое? Ну блин. Чего ты так сразу не сказал? Ой, это же скалопендра. У меня есть скалопендра. Видно было? Ой. Ну, если не получится, тогда это еще раз переэтываемся. Сохраним. Сохранение же было. И тогда надену и все. Так, что сейчас? Давай, помогай. Насмешка. Когда он наносит атаку на врагу, зависит скорости с места атаки. Поражает всех врагов. А вот это надо поражать всех врагов. Уже, в принципе, он один. Он наносит больше урона в следующем ходу и повышает шанс попадания той атаки. Действует первым. Враги атакуют Хиру в один ход. Мешает получаемый урон на один ход. Понятно. Хиро бедный, он вообще же это. Ростокрот появляется. О нет, ну вот. Ёлки-палки. Так.
Что там? Только этого бить босса, да? Растокрота не надо трогать же. Заблудившийся Растокрот, ползучий король. Окей. Так, и... Так-то. Вау! Нихера себе урон. Так, энергию я тратить не буду. Йо. Жопа. Ползучий король съел Растокрота. Чё? Удар головой. Да, надо бить Растокрота. Это урод питается им, оказывается. Ёлки-палки. О, у нас энергия есть. Сейчас на следующий этот используем. Блин, он злым не стал, оказывается. Так, ну ладно. Атака. Попкорн был, я покупала. Так. Отскок. Атака. Жесть. А, все. Ничего себе, сколько мы опыта получили. Блин, бедный Хиро. Ничего себе. Все. Мы это сделали. Надо это, короче, пойти, наверное, попитаться, сохраниться. А то вдруг там опять всякие боссы будут. Ага, сейчас поставлю. Так. Это что было? Снаряжение, да? Ой. Ой. А что-то тут нету. ТВ-пульт, фонарик, липовый хвост. Волшебный боб, повязка на глаз, рюкзак, пузырчатая пленка. Еще? А, блин. Жопа. А куда? Вместо чего? Вместо защиты, да? Ладно, вместо защиты поставлю. Защитой я все равно не пользуюсь. Какая нафиг защита? Да блин.
Не говоря уже о том, как я слышала, когда кто-то ползает впереди. Похоже, что это может быть что-то потенциально опасное. Так что вам всем следует передохнуть. Передохнуть. Тут секрет есть, только надо вернуться. Ой. А, это кто-то другой уже пишет. Я просто смотрю это, что-то понять не могу. Ага. Типа там в лесу, да, были уже со Слендерменом. Чё, все, я иду? Никаких секретов нету? Все, я пошел. А, деревня Ростокротов, понятно. Вот что это было за подземка. Сейчас чуть погромче сделаю, ничего не слышу теперь. Мяу. Шух-шух-шух. Тише, вжик, тише. Эй, вы создание выглядите как хорошо подготовленные путешественники. Можете мне помочь? Мой брат живет в колонии Ростокротов во внеземелье. Я хочу отправить ему посылку, но боюсь потеряться. Вы можете доставить ее за меня? Спасибо, странные создания. Я уверен, что он это оценит. Держите. Вы получили посылку. Ну, давайте поможем. Доставьте ее в целости и сохранности. Нет. Ненавижу понедельники. Мы, Ростокроты, не осмеливались покинуть поселение со времен Великого Переселения. То было трудными временами. Многим из нас не удалось пережить это. Ростокроты терялись направо и налево, детей разлучали с их семьями. Ох, это и было ужасно. Но хоть бы сейчас все хорошо. Ну хотя бы сейчас все хорошо, более-менее. Понятненько. Целый стол мерча с раздражающей особой. С Мико Хатсуна. Зачем? Мы же уже это нормально, в принципе. Эти ростокроты такие забавные маленькие существа. Так и хочется взять и потискать их. Знаете ли вы, ростокроты очень любят тофу. Я недавно купила немного тофу в ларьке тофу. Попробуйте, не стесняйтесь. Вы получили тофу. Окей, давайте тут сохранимся. Ах, здравствуйте, странные ростокроты. Вы здесь, чтобы посмотреть на душечку в поисках сердец? Тогда вы по адресу. Очень скоро это породившая аншлаг феерия начнется. Погодите-ка, я узнаю это название. У нас же есть билет на шоу в первый ряд. Ах, уже представляю. Ошеломляющее эпическое сказание о трудностях любви. Разбитые сердца, предательство, отчаяние, одиночество. Ах, какая драма. Будет так весело. Просто сногсшибающе. Даже не знаю. Выглядит интересно вроде бы, но сейчас не время. Но ты же обещал, что мы сходим. Пожалуйста, Хиро, надо хотя бы посмотреть, что это такое. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, ладно. Надеюсь, это ненадолго. Представьте свои билеты, пожалуйста. Да-да, конечно, мистер Ростокрот. Вот наши билетики. Обри залезла в твой карман и достала оттуда билет. Вот мистер Ростокрот. О, господи, что это такое сейчас? Подождите-ка.
Чё? Мне каких-то 4 голосовых сообщения кто-то отправил. Чё за вообще не в тему? Ох, о боги, глазам не могу поверить, это же билеты на первый ряд. Вы должны быть многим пожертвовали, чтобы здесь оказаться. Уважаю. Простите за то, что назвал вас странными на вид. Если приглядеться, вы 4 самые обыкновенные растокроты, которых я только видел. Наслаждайтесь своими местами, дорогие обычные растокроты. Ну, блин. Как будто нельзя попросить о море, да, дать. Надо в карман лезть. Ну, давайте смотреть. А, вон наши места вижу. Вау, посмотрите на эту сцену. Именно так я ее себе и представляла. Давайте займем наши места. Похоже, шоу вот-вот начнется. Готовы занять свои места в первом ряду? А что, можно было еще что-то сделать, что ли? Пищат так. О, Господи. Леди и джентлькроты, добро пожаловать на особый эпизод. Душечки в поисках сердец. Ну, блин, ладно. Перед шоу мы хотели бы почтить память того, кто всегда был для нас примером. Нашего лидера, почтенного крота. Мы же его избили. Воистину он был отцом, которого никто из нас не заслуживал. Устроим же в его честь минуту молчания. Да упокоится он с миром. А теперь вернемся к шоу. Душечка в поисках сердец. В прошлый раз на душечке в поисках сердец наша любимая принцесса снова не смогла влюбиться ни в кого из холостяков. В этот раз мы собрали 3 новых привлекательнейших претендентов. Сможет ли кто-то из них украсть сердце душечки? Пригласим же их на сцену. Претендент номер 1 – местный парень из деревни Растокротов. Его рост 3 фута. Любимая еда тофу, имеет огромную коллекцию пластиковых фламинго и обожает долгие прогулки по узким туннелям. Аплодисменты претенденту номеру 1. Претендент номер 2. Ага, вы догадались. Тоже житель деревни Растокротов. Обратите внимание, его рост впечатляющий 3 фута и целый 1 дюйм. Увлекается ходьбой, бегом и ползанием. Его любимые цвета сочетания коричневого и зеленого, а в выходные он проводит за кувырканием в грязном белье. Пикантно. Аплодисменты претенденту номер 2. Смешные такие. А теперь кое-что из другого разряда. Претендент номер 3 проделал долгий путь из внеземелья, будто с небес свалился буквально. С его и наших слов он просто находка. Аплодисменты Улитику. Этот же нам прохода не давал. А теперь момент, которого вы все ждали. Приглушите свет. Она излучает красоту, источает изящество. У нее воистину самое прекрасное личико. Да, вы знаете, о ком я. Она воплощение всего восхитительного и чудесного вот-вот окажется на этой сцене. Пожалуйста, поприветствуйте единственную, неповторимую, потрясающую душе. И все. О, боже мой. О, бедняга. О нет, короткое замыкание. Что ж теперь делать? Я так хочу узнать, что будет дальше. Давайте лучше переждем. Уверен, Растокроты починят свет, а мы и глазом моргнуть не успеем. Помогите, мы не знаем, что делать.
Помогите, мы тоже не знаем, что делать. Помогите, 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 помогите. Ладно, может, нам и стоит на всякий случай сходить осмотреться. О, Господи. Представление еще не началось, а я уже трясусь. Почему дрожь никак не уймется? Не уймется? А что делать? Вот. А, он тут не бегает, оказывается. Я отдал все свои запасы тофу ради этого места. На улицу выйти надо, наверное. Ого, похоже, свет погас и во всей деревне Ростокротов. Хира, что нам теперь делать? Не волнуйся, Обри, вот тут-то нам и понадобятся мои знания мастера на все руки. В таких случаях, наверное, нужно искать что-то типа запасного генератора. Ой, блин, рука потеет страшно почему-то. Там не будет никаких боссов? Так. Крот-болван. Эта стена красивая и холодная. Крот-ученик. Эй, посмотри, какую клевую штуку я нарисовал. Мяу. Круто. Ну, там в углу какая-то черная хрень была. Как думаете, мы останемся друзьями после выпускного? Преисполненной ярости едкой, я просто жалкий крот в клетке. Я понятия не имею, что делаю. Ой, это что? А, комната занята. Меня не беспокоить. Людям вход в вас запрещен. Эта комната только для ростокротов. Мы двое. Мы один. Мы двоин. Как ты смеешь озвучивать эту ересь? Все знают, что тофу лучше подавать горячим. Ты чокнулся? Любой ростокрот в здравом уме знает, что тофу лучше подавать холодным. Эй, не нужно ссориться, почему бы вам не прийти к компромиссу? Кто знает, может, вы оба правы. Или, может, вы сможете приготовить такой тофу, какой еще никогда не делали. Где-то между горячим и холодным. Ну, не знаю, теплый... Фу... Теплый тофу — это худшая идея, которую я когда-либо слышал. Даже холодный тофу будет получше этого. Теплый тофу? Меня сейчас тошнит. Даже горячий тофу будет получше этого. Понятно. Ах да, приветствую. Похоже, вы здесь, дабы узреть лучший кулинарный подвиг со времен нарезанного хлеба. Нарезного хлеба? Тофу. Кест магнифике. Вот вам немного фактов о тофу на сегодня. Мягкий тофу лучше всего подавать сырым или сушеным. Он отлично подходит для десертов, смузи и различных соусов. Если хотите узнать больше о прекрасном и величественном тофу, можете поговорить со мной еще. Хо-хо. Бзю. Все, бэдюмди. А, блин, там же еще что-то было. Ну-ка. Там был какой-то еще наверху. Ничего себе у него листочков. Взгляните на меня. Разве я не самая красивая ростокротия на свете? Никогда не повредит всегда иметь при себе тофу. Я выбрался из множества щекотливых ситуаций благодаря тофу. Здравствуйте, господин или госпожа. Могу ли я заинтересовать вас в покупке отличного тофу? Это обойдется вам ровно в один гребешок. Ну, давайте. Денег у нас много. Спасибо за ваше покровительство. Мы получили тофу. Так, ну все, пойдемте. Ух. Почему велосипед не стоит сам по себе? Его не держит на своих двоих? Потрясающе. Ты записал этот каламбур в свою книгу шуток? Чик. Жух. Ах, зима. Может, за окном и снег, но зима — это время для семьи и друзей.
Обниматься возле теплого огня, делиться историями, попивать горячий шоколад. И самое важное, сделать передышку после долгого года. Зима — это самый лучший сезон, согласны? Нет. О, мне не доставляет это радости. Самый лучший сезон — это весна. Осень, осенние листья, уютная одежда, запах корицы. Идеальное время, чтобы провести его в обнимку с книжкой. И каникулы вот-вот уже наступят. Осень невозможно не любить. Осень — это самое лучшее время года, согласны? Нет. Что ж, тогда наши мнения не сходятся. Ах, лето, песок, солнце, пляж, волны. Не упоминаю уже летние каникулы. Наконец-то время, чтобы расслабиться и отдохнуть. В этом-то и есть вся суть жизни. Лето — это самое лучшее время года, согласны? Нет. Ну и ладно. Ах, весна. Весна приносит нам красоту, весна приносит нам радость, весна приносит нам жизнь. А если всем сказать «да», они нам что-то дадут, да? Весна приносит дух молодости, чтобы начать все с чистого листа. Весна — это самое лучшее время года, согласны? Да. Да-да, весна лучше всех, я так рад, что вы согласны. Вот вам подарок от меня, пожалуйста, наслаждайтесь. Да, надо, значит, с этим, наверное, согласиться. Ах, я вижу, что вы уже отдали предпочтение весне, вы не получите от меня никаких подарков. Ну, вы выбрали весну. Гра! Скромная обитель розы. Розы. Гра. Чё? Фанатка это. Чё-то там было. Чё он тут один стоит? Простокруты хоть и разумные, но очень одержимые существа. Как видите, у меня нет и намека на самообладание. Вон там у кого-то Новый год внизу. Рождество — мое самое любимое время в году, так почему бы не праздновать его вечно? Получили подарок. Рождество разрушено. Ужас. В последнее время бывает так трудно уснуть. Вот бы у меня был что-то, что сделает сон более комфортным. А что ему там надо было дать? А здесь что? Ой. Все правильно. Давайте ускоряйтесь, парни, нам нужно поторопиться. Спасибо. Так. Стараемся как можем, начальник. Я не могу быстрее. Почему это не работает? Мне нехорошо. Продолжайте бежать, кроты. Без труда не вытянешь рыбку из пруда. Твои друзья тепло улыбаются позади тебя. Что это такое? Тут мы же тоже можем побегать, что ли? Вот. Этот провод не воткнут в розетку. Воткнуть? Та-дам! Ой. Было темно, оказывается, реально. Что я говорил, кроты, тяжелая работа никогда не бывает безрезультатной. А теперь вернемся к бегу. Хотите поупражняться с друзьями? Хиро бежит медленно как-то. Кэл самый быстрый. И чё, он устал, что ли? Он так медленно бежал. Все. Так, ну все. Поехали наверх. Так, а у нас тут все нормально, да? Ой, не туда. А почему?
Нет, не лагай, стрим. О, боже мой. Ну-ка, сейчас посмотрю. Так, ну-ка. Ой, блин. М. У меня тоже нормально. Значит, с интернетом что-то, наверное. Сейчас посмотрела свою тут. Так, ну ладно, продолжим. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Усокрот. Мне нужен привлекательный молодой человек. Я знаю, кто это. Вы, да. Вы в полосатых штанах. Вы великолепное создание. Да, ох-охо, да, похоже, вы меня и нужны. Я так и знал. А? Вау, ну спасибо, даже не знаю, что сказать. Прошу, сударь, не поможете ли вы бедному скромному кроту? Мне срочно нужна ваша помощь. Ну, раз уж вы так вежливо просите, как я могу отказать? Благодарю, спасибо вам, юноша, вы так добры. Прошу нам сюда, быстрее, быстрее. Стойте, погодите, а мои друзья могут пойти? Ах да, ваши друзья. Вы пришли увидеть душечку в поисках сердец, так? Тогда вы скоро увидитесь вновь. Пройдемте, сэр, нужно поторопиться, время не ждет. Хиро покинул команду. О, нет. Чё, опять заново, что ли? А, этот же третий участник же сдох. Точно. Добро пожаловать, фанаты душечки. Просим прощения за этот небольшой антракт. Рады вновь видеть вас на нашей регулярной программе. С сожалением сообщаем вам, что во время перерыва на этой самой сцене произошло трагическое событие. Мы объявляем о внезапной потере нашего третьего претендента. Мы навсегда запомним те несколько секунд, которые вы его знали. Воистину, он был неповторимой и незаменимой личностью. Да уж. Но шоу должно продолжаться. Пожалуйста, поприветствуйте нашего претендента номер 3, прошедшего весь путь из бескрайнего леса, нашего героя на белом коне. Но не расслабляйтесь, Хиро настоящий красавчик высотой аж 5 футов и 7 дюймов. 5 футов это сколько? Горячо увлечен готовкой, выпечкой и уборкой. Если это все еще не убедило вас в его идеальности, зацените его улыбку и легкий характер. А теперь пришло время снова представить вам гвоздь программы. Приглушите свет. Она излучает красоту, источает изящество. У нее воистину самое прекрасное личико. Да, вы знаете, о ком я. Она вполне воплощение всего восхитительного и чудесного. Вот-вот вступит на эту сцену. Единственная, неповторимая, потрясающая. Ха-ха-ха-ха-ха. О, Господи, шоу «Холостяк». Прекрасный выход, госпожа. О, да, это я. Здравствуйте, мои безмозглые преданные фанаты. Мы любим тебя, душечка, да ты просто лучшая. О, Господи. Душечка, мы собрали 3 лучших женихов всего мира на этой сцене. Украдет ли один из них ваше сердце сегодня? Давайте начнем с вопросов. Больше всего в своем партнере душечка ценит полное и безропотное подчинение. Согласны ли вы, претендент номер 1?
поклясться в верности душечки до конца своей жизни. Претендент номер 1, каков ваш ответ? Конечно, не знаю, наверное. Играете в недотрогу? Недотрогу, да? Как вы оцените этот ответ, душечка? Всего-то 3 фута высотой. Боже, слишком низкий. Проводите его в подземелье. Эй, что вы сказали? Подземелье? О, Господи, рыцари. Прям вжилась в роль душечки, продолжай. Помогите! Теперь очередь претендента номер 2. Вопрос все тот же. Нет верного или неверного ответа, просто отвечайте честно. Претендент номер 2. Поклянетесь ли вы верности душечки до конца своих дней? Ну, конечно, если меня потом не отправят в подземелье. Боже мой, само его существование меня оскорбляет. Увидите его, парни. Блин, убежал. Все равно взяли. Претендент номер 3. Похоже, что остались только вы. И вновь тот же вопрос, и опять же никакого давления. Согласны ли вы, Хира, поклясться верности душечки до конца своей жизни? Ну нет, как-то не очень заманчиво. С чего бы мне это делать? Ого, он абсолютно безупречен. Не может быть. Неужели душечка влюблена? Какой волнующий поворот. Должно быть, это судьба, они созданы друг для друга. Погодите, но я же сказала... Ах, да-да, ты мне подходишь. Так, как там тебя зовут? Меня зовут Хира, мэм. Хира, мой герой. Нам следует немедленно пройти в мои покои. Сразу. Стража, я нашла избранника. Проводите его. О, Господи. Мы будем, наверное, потом с ней, да, драться. Ребята, пожалуйста, сделайте что-нибудь. А что мы сделаем? Ого, Хира женится на душечке? Этого я точно не ожидал. Кэл, что ты несешь? Нужно его спасти. А чего ты от меня хочешь? Я не хочу попасть в подземелье. Ох, Кэл, какой же ты бестолковый. Хира, ты должен отвергнуть душечку. Ну же, Хира... Ну же, Хира, твоя принцесса ждет. Я не думаю, что она меня послушает. Давай уже. Хорошо, попытаюсь. Прошу прощения, душечка, мэм. Ах да, мой милый Хиро, как меня будоражит звук твоего голоса. Скажи мое имя еще разок. Ого, ха-ха, как мило с вашей стороны. В смысле... Эх, и почему мне приходится это делать? Прошу прощения, душечка, но я не заинтересован. Ах, что ты имеешь в виду, мой принц? Это все очень лестно, но, понимаете, мы встретились, только что, и, я вынужден отклонить ваше предположение. Ой, предложение. Ах, чепуха, о, не глупей, Хиро. Никогда не слышала ничего глупее. Это правда. Простите, душечка, но я не хочу на вас жениться. Сейчас музыка останавливается. Так и знала. Она смеется, как злодейка из аниме, но... Это абсурд. Нет, это кощунство. Ты смеешь отвергать душечку? Все любят душечку, слышишь, все. Отведите его в подземелье. Эй, прекратите сейчас же. Вы не можете забрать Хиро, он наш. А это что такое? Что среди зрителей делает не фанат душечки? Ах, понятно. Ты должна быть фанатка Хиро. Какая наглость. Сначала ты выставляешь меня посмешищем, а теперь перебиваешь меня на моем собственном шоу. Так еще ходит туда-сюда. Я здесь закон. Стража, уведите их.
Голову с плеч! Ну и что ты наделала, Обри? О, боже мой, какие страсти. Вот, блин. Теперь мы застряли в подземелье. Простите, ребята, это из-за меня мы все в это влипли. Нет, Хира, неправда. Никто не смог бы такое предугадать. Блин, так противно смеется. Это усокрот, оказывается. Я думала, это душечка, это опять. Глупцы! Не узнаете меня? Это же это. Это я, Роза. Фанатка душечки номер 1 во всем мире. Говорила же, что вы поплатитесь за то, что перешли мне дорогу. О, блин, господи. Вот черт, нас обдурили. Я должен был догадаться, что за этим стоишь ты, Роза. Как говорится, сладкая месть. А как я не заметил ее бантик реально? Что ж, простаки, теперь вы будете гнить в подземелье вечно. Вот елки, как мы теперь отсюда выберемся? Мы найдем способ. Соберитесь, давайте все обдумаем. С чего бы начать? Вряд ли они просто так оставили бы дверь открытой. Так. Так? И что делать? Повеситься на цепях? Алло. Открыто же. Ой. Это что такое? Ух ты, подземелье. Щипы. Вон стоит усатая. Ой. Надо сначала отключить, наверное, да? О, господи. Рамен. Ой, кто это? Это не фруктовый пунш. О, боже мой. Это кровь девственниц. Опа. Ворота не сдвинулись с места. Марша. Скорее кровь бывших. Ну да. Умри. Умри! Чего? Смотри. Ага. Вы нашли попкорн. Ух ты, вы нашли тофу. Е. Сейчас, наверное, убирай Маргаритку с Амори. Ставь какую-нибудь штуку на атаку. Так, что можно? Следующего босса побеждать надо будет через грусть. Да? Ну, уменьшает шанс удара. Настоящий хвост. Переключает канал ПТВ защиты. Защита +2, сердце +5. Что выбрать? Обыкновенно клевер, удачи +3. Трехлистный клевер?
Что там надо было? Вот. Так, дальше. Туалетный столик, но зеркало показывает тебя особо непривлекательным. Телескоп, но линзы заклеены липкой лентой. Куча книг, но все страницы склеены. Картонные коробки, просто чтобы занять место. О, боже мой. Бедный космопарень, его держали за питомца. Ой, ялки! Да, он сам тоже с биполярочкой. Всё. Тут все такие, ну да. Мне нужна вот эта вот. Он грустный. Почему ты грустный? Не грусти. А когда враг грустный, у него же больше, да, урона он получает. Короче, когда злой и грустный, урона больше получает. Когда грустный получает меньше, но и наносит меньше. Окей. О, еще попкорн. Злой наносит больше, но и получает больше. О, черт. О, блин, стоит. Опа. Так, это надо с той стороны, значит, да? Так. Там было. С той стороны же открылось? Или что-то путаю? Ой. О, отстань. О. Столпились. Так. Счастливый уменьшает шанс попадания, но увеличивает крит шанс. Ага, сейчас. Ну все, они не отстанут, походу. Ладно, деремся быстренько. Бову, ничего себе.
Быстро мы его. По очереди. А, он, блин, он грустный. Пять урона только. Ой, это что такое? А, защищается. Ой, вау, что сделал? Ай, что делаю, блин, не те кнопки нажимаю. Ну, уже скоро почти 20 уровень будем. Ой, не туда. Да, вот сюда надо было. Ой. А, это то же самое же. Чего? Что-то я не понял. То же самое, оказывается. Может, с той стороны была лестница? А, нет. А, вон. Только там закрыто, походу. Да, тут закрыто. А, ну все тогда, значит, надо к этой идти. Так, ну там, в принципе, один и тот же путь. Ну все, тогда бежим к этой дуре. Ура! После бесчисленных неудач я наконец-то почти выбрался. Мне осталось только найти выход. Чего? Заключенный. И что, он будет так стоять? Может, ему этот дать? Или так нельзя? Чего? Так, ну сюда не пройти. Отсюда мы приходили тоже. О нет, что же нам делать? Никто не может покинуть подземелье. Оно не живое. Ой, блин. Надо подойти, что ли? А, да? Эй, это же Мари. Мари, помоги нам, мы застряли в подземелье. О, нет. А, точно. Тупень. Вот и все. А теперь давайте отдохните на пикнике.
Вам сразу станет лучше, обещаю. I'm crazy, I'm stupid. О да, огурчики, хотите перекусить? Я бы тоже не отказалась. Вы с друзьями чувствуете себя как новые. Это кто? Меня отправили в подземелье за контрабанду, но от старых привычек тяжело избавиться. Тем не менее, шеф, у меня на продажу имеется несколько отборных товаров. Интересует? Что у него есть? То же самое. Так. Ну, нам, в принципе, не надо ничего. О, теперь открыто. Жизни джем. Ну, давай, ладно. М. Ой, не та кнопка. Так, сохранимся. Эй, банда, вы такие молодцы, как соленые огурцы, поэтому я положила немного соленых огурцов, хе-хе. Нет, фу, ненавижу соленые огурцы. Может, в следующий раз вместо них положить джема? Все что ли? Он что-нибудь расскажет. Ой. А мы сюда не могли попасть же. О, там буква. И. Или ай. Так, что там? О, нет. У нас висельница образуется, черт. А чё, когда она образуется, мы проиграем, что ли? Полностью, если нарисуется. Блин, тогда зачем я собираю? Тупица. Мгм. Ну, тут, в принципе, понятно. Black Space, да? А вот тут уже первое слово непонятно, что это такое. Чё это? Да и не бойся, тут тебе не грозит ничего, собирай все буковки. Ой, опять кнопки путаю, блин. Так, что там дальше было внизу? Тут что, бесконечное количество можно собирать тофу? Походу эти респавнятся, эти вазы. Вот если бы ты, Кэлла, дверь не открыла, вот тогда бы грозила. Понятненько. Yes. Yes, bitch. Ой, господи. Опа, опа.
той стороны, да, было? Ага. Господи, а чё так жестоко-то? Я думаю, его сейчас кнопка сама там этовается. Опять тофу, блин. Ой. Ну, хоть не зря это. Тут чё? А, блин. Всё. Его получили. У-у-у. 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 Где 100? Глядите, ребят. Мы наконец-то выбрались. Юху, свобода, наконец-то. Уходим отсюда. Надеюсь, я никогда больше не увижу Ростокрута в своей жизни. Может, нам надо кого-то спасти, наверное, или что? Не зря же мы вот это открыли. Ну, а да? А зачем тогда это? Ну ладно. О, смотри. Можно бесконечно так делать. Туда-сюда ходить бесконечно. Я нашла бесконечный ресурс. Вот бы так с реальными деньгами было бы. Ладно, пойдем. Господи. Замок душечки. О, елки-палки. Подземелье так сверкает. Стоять, заключенные, Гарольд. Вы и правда думаете, что можете так просто сбежать? Вы четверо отправляетесь обратно в подземелье. Черт, мы были так близки. Блин, музыка громко. Сейчас чуть потише сделаю. Ой-ой, что нам теперь делать? Думай, Хира, думай. Ну-ка, ну же, как нам выбраться отсюда? О, точно. Напротив, сэр рыцарь, полагаю, вы нас с кем-то спутали? Да. Откуда у них эти маски? Не спешите судить. Мы, несомненно, растокроты. Ого, и правда, ах, да, точно. А еще я обожаю тофу и душечку. Вкусная в смысле тофу. Ей-богу, мои глаза меня подвели. Я извиняюсь, собратья. В этом шлеме ничего толком не видно. Хорошо, проходите, я вернусь к патрулированию. А, точно. Лица с трупов, ужас, блин. Это как этот... техасская резня бензопилой. Хорошо, это... Так, хорошо, проходите, я вернусь к патрулированию. Вы тоже должны вернуться на свои посты, пока наша дорогая душечка ничего не заметила. Быстро я сообразил, а? Все прошло так гладко, Хира. С этими масками растокротов мы выберемся отсюда в 2 счета. Нам правда надо носить это, Хира? У меня под маской все чешется. Да, Хелл, мы должны носить их, пока не выберемся отсюда. Давайте, пошли. О, господи, блин, ужас. Маски трупов. Нате вам.
Нате вам. Нате. Так. Все, мы теперь можем ни с кем не драться. А там же был... Ой, а я думала, не будет со мной драться. А там же был этот... в лесу или где там фанат этой душечки. Чё же он не пришел этот к ней? Как его? Свататься. У него ж там весь дом в этом был. Он еще сам был одет, как эта душечка. О, мы сравнялись. Молодец, Хира. Может, что-нибудь даст? Ничего не дает. Ну ладно, ничего не дает, походу. Лифт к королевским покоям. Напоминание, вам здесь запрещено находиться, если только вы не прекрасный жених, подобранный душечкой. Гра-гра-гра. Ну или если вы не Костелло. Ой. Может, не надо было? А. Такие глаза были красные. Ух ты, какие розочки. Поспи на кровати и сходи на балкон. Ничего себе. Статуя, изображающая раздражающую особу. А вот и космо-бойфренд. Вяу, Она сделала в честь него статую. Огромный туалетный столик для великолепного лика душечки. Куча книг, но все страницы склеены. Вот бы мне такую самооценку, как у душечки. Вы получили персиковая газировка, апельсиновый сок, вкусная газировка. Ну, ты так кто? Костелло. Уф. Что с ней? что вы здесь делаете? Обычным растокротам не дозволяется являться в покое душечки, сами знаете. Ах, постойте немного, может, вам удастся мне помочь. Душечка приказала мне вынести эту статую из спальни до ее прихода, но я ее вообще сдвинуть не могу. Ах, если бы только эта штуковина внезапно и удобно разбилась в дребезги. Что ж, мэм, из ваших слов понятно, что вы бы сейчас не отказались от небольшой разрушительной услуги. И Обри как раз знает в этом толк. Обри? Это довольно странное имя для Растокрота. С другой стороны, у душечки в последнее время заканчиваются имена для новых Растокротов. Постой, Кэл, это разве не статуя космопарня? Мне будет очень жалко ее разбивать. Он об этом и не узнает. Капт космопарень и душечка уже в прошлом. Как я всегда говорю, живи и давай жить другим. Ты такое никогда не говоришь. Ну ладно, думаю, я могу попробовать. Хорошо, я готова в этот раз. Я не подведу. Она даже ударить не успела. Ого, ты сделала это? Что ж, теперь пора это убрать. Как так убирает? Фух, вы просто спасители. Я знала, что стоит оставить эту работу на профессионалов. О, Господи. О, Господи.
А, я думала, это идет, блин. Ни хрена себе она. Ну и ну, вот так сюрприз. Оказывается, я должна была просто поднять ее за дно. Ничего себе, блин. Фарфоровый сервиз розового цвета. Клубничный пирог, пахнущий розмарином. Хотите откусить кусочек? Вэу. Вы получили пачка джема. М. Я думала, я умру. Фруктовый сок. Не для детей. Ой, туда пройти не... Ой. О, смотрите, что она сделала. По всему холсту разлит фруктовый сок. А там что, можно туда? А. Вы получили чайник. Хиро изучает чаепитие. Чаепитие? Это что, навык, да? Восстанавливать немного сердца и сока другу. М. Лучше чаепитие или готовка? Так, ну все тогда. Поспи на кровати, поставь Хиро чайник, а Обри новое оружие. Чайник? А Обри новое оружие. А у Обри нету нового оружия. А, все. Пол. Завораживающая огромная розовая кровать. Хотите поспать здесь с друзьями? Вы с друзьями чувствуете себя как новые. Вы нашли подушку-обнимашку. Подходящее для своего объятия подозрительное. Это что ли? Как она там называется? Дакикамура или как там? Я забыла. Чайник. Так, все? Это что? Поэзия от душечки. Ах, был день. И какой был прекрасный день. О, господи, глаза красные. Почему у нее глаза красные? Ой, это... Команда Гарольда бросает на инициативу. Натуральная 20. Команда Гарольда получает инициативу.
Чего? Это что вообще такое? Бежать надо? Ну, 20 их сильно бафает, но уже поздно. Нормально же. Мы нашли начо, тофу. А море получает и изучает трюк. Что за трюк? Ой. Сейчас скажу. Наносит урон, если враг счастлив, сильно снижает его скорость, стоит 20. Хорошо, сейчас. Действует первым, атака, которая наносит больше урона, когда море счастлив. Такой 3 раза ударяя случайных врагов. Удачный разрез, он что-то прикольное вроде. Спад. Ой. Какой-то челик стоит. Спад. Я просто думала, сейчас, если мы спать ляжем, придет кто-нибудь. Поэтому... Угу, хорошо. Так, все. Ой. О, у Кэлла самое меньшее здоровье, блин. Ну ладно. Я как будто Final Fantasy играю. Да ёлки ты шиголки, а, блин. Ну что ты будешь делать, а? Мартышка ты это, вонючая. Заколебали. Опять спать надо пойти. О, Господи. А, у них у всех бантики, оказывается. Все, посередине не бежим.
Ой, а чё они... А, все. Сэр Максимус, стоять, самозванцы, я знаю, кто вы, и вы не растокроты. Вы, наверное, гадаете, как я это понял. Видите ли, я выше этих слабых непонятных Гарольдов и Марш. Я сэр Максимус, и со своей удивительной родословной я одержу победу и принесу честь своей семье. О. Это он типа злой, что ли? Ау. Это босс или просто так? Нет, я не могу проиграть. Я нужен своему сыну. А, окей. Ну ладно тогда. Ой. О, нет. О, ну что было? Да. Эх. Так. Все. Тут ничего же нету, да? Ну, у тебя кролик. Пьем? Что за пьем? А вон там можно попить, типа, что ли? Хочешь бросить один гребешок в фонтан? Все, что ли? Так, что там? Ой. Ой, это что, босс? А, просто. Это не арбузный сок. Это кто это? А, это же эти ходят. Плуто.
Корт-виртуоз. А, крот. Нет, так не пойдет. Ты слева в центре, это, по-твоему, пение? У моей двоюродной сестры пластиковый фламинго и тот поет лучше тебя. И не советую задним рядам думать, что я не вижу, как вы дрыхнете на припеве. Соберитесь, или душечка бросит нас в подземелье. У этих растокротов явно проблемы. Интересно, могли бы мы им как-то помочь? Эй, народ, вам помощь нужна? Мы профессиональные помощники к вашим услугам. Ох, хвала небесам, пришли профессионалы. Нам очень нужно подготовить хор к главному событию душечки, но у нас попросту нет времени. Видите ли, мы, растокроты, начинаем засыпать, когда слышим музыку, так что, как видите, хор усыпляет сам себя. Эх, я боюсь, что нам придется положиться на альтернативные методы. Ага, не беспокойтесь, дорогой растокрот. Я точно знаю, о чем вы говорите. Ты знаешь? Слава богу, мы спасены. Я должен был этого ждать от профессионалов. Я займусь этим, сэр. Можете положиться на меня. Всё, что ли? Хи-хи-хи-хи. Персиковая газировка. Хи-хи-хи-хи. Музыкальный аппарат. Такой звук издает барабан. Что-то странное. Странные звуки издают. Ух ты, под водой. Вы получили пачка джема. Как это так? Под водой, ничего себе. Все, ничего интересного здесь. Так. Стою. А, им помочь? Я просто надо было попозже помочь. Стой! Это будет легко, поймай меня. Я знаю, что именно нужно сделать. А, блин. Мистер Виртуоз, сэр, я готов. Ой, тупизмос, блин. Благодарю, милостивый профессионал. Мы у вас в долгу. А я уже чувствую улучшение. Но хотелось бы посмотреть, можем ли мы сделать еще лучше. Хотите попробовать еще, профессионал? Я верю в вас, профессионал. Приведите нас в форму.
А похоже, событие уже скоро начнется. Это значит, что у нас осталось время только на еще одну сессию. Хотите попробовать последний раз? Всем подряд давай. Остановки. Окей, я верю в вас, профессионал. Проведите нас в форму. Приведите. Что не получается, блин. Спасибо за выделенное время. Мы разберемся с тем, что есть. Я думала, не получилось. Ладно. Все? И... Понятненько. Наверное, если бы... А, ладно. Что это? О, блин, посмотрите, какая тут толпа. Мы такими темпами вообще никогда не пройдем. Давайте поищем другой выход. Может, толпа сама разойдется. Давайте придем сюда попозже. Лучник какой-то. Так, мы с этой стороны не были, да? Крот горничная. Пропустите меня. Вы не знаете, как долго я ждала последнее произведение душечки? Прошу, пустите меня. Обещаю, напишу о вас хороший отзыв. Крот дворецкий. Вы двое возвращайтесь на свои посты. Вы же знаете, гости в приоритете. Ребята, прекратите. Вы вовсе не помогаете. Эх, у нас должны были быть гарольды, охраняющие вход на представление, но я слышала, их всех задержали в бальном зале и библиотеке. Что бы ни происходило, это должно быть очень важным событием, если оно даже важнее, чем последнее шоу душечки. Добро пожаловать в Королевскую галерею. Прошу, наслаждайтесь бесплатным тофу. Мы получили тофу. Эта статуя сделана из кристаллизированных слез врагов душечки. Душечка умеет все, она может рисовать, петь, танцевать и даже делать фильмы. Вот бы она меня заметила хоть разок. Эй, мальчик, как ты? У тебя лицо бледное. Мы с парнями подумываем сходить в караоке на этой неделе. Присоединяйтесь к нам. На этой неделе собираюсь спеть в караоке от всего сердца, и никто не превзойдет мой кавер на неудержимую душечку. Я тоже хочу пойти в караоке. Добро пожаловать в Королевскую галерею. В этом месяце представляем произведение душечки. Добро пожаловать в Королевскую галерею. В этом месяце представляем произведение душечки. Господи. Бриэль. Ого, я крайне тронута этой работой. Беззастенчивое проявление огромного эго этого художника поистине захватывает дух. Обормот. По пути сюда я случайно наступил на ногу Растокроту. Так она обозвала меня ничтожным батраком и дала мне глупую пощечину. Эх, похоже, я очень сильно наступила ей на ногу. Соевый соус. Галереи просто предназначены для клевых вещей. Им стоило бы выставить и меня. Я тоже клевый. Добро пожаловать в Королевскую галерею. В этом месте... То же самое. Господи, это что такое? Глютен. Эти картины, они что-то во мне пробудили. Надеюсь, что это не навсегда. Дорогуша Тиффани. Ня-ха-ха. Это шоу просто великолепно. Дован думал, что Дован понимает искусство.
Но по прибытии сюда Дован решил еще раз это обдумать. Маэстро, узрите, разве это не лучшее произведение искусства, которое вы когда-либо видели? О, да. Опа. Что это? Что это за буква? В принципе, за сегодня можно дойти до уничтожения душечки. 7 клавиш осталось. О, ой. Чем мы... А, МК подобрали, точно. Вау, ну и выставка, и все же это странно. Я не помню этого замка. Может, я воображаю? Ой, смотрите, лицо опять. Ай, блин, я не... Что ж ты раньше не сказал? Не было уже этой дырки. То есть она затянулась. В стене вырезано своеобразное лицо. Ты не уверен, что это значит? Да, блин, я забываю все время, что надо заходить в эти дырки. Ничего. Сверху вниз. Сотворение душечки, душника, рождение душечки. О, Господи. Это опять летающее привидение? А, привидение принцессы бесцельно осматривается вокруг, будто она заблудилась. Так, ну все. А я чуть не заметила их, пока шла по дороге. Сейчас быстренько сломаем это все. А сама душечка, она где? Ой, тут еще какой-то треугольник. Кото пирамида. Какое фантастичное шоу. Эта поездка из самого апельсинового оазиса определенно стоила того. Пройдешь все побочные квесты и найдешь. Добро пожаловать в Королевскую галерею. Ай, блин. Тут же все уже, не надо ничего. Там уже все. Блин, тупая дырка это. Забываю все время. Ой, не туда. Сейчас. Не повышай на меня шрифт. Сейчас, подожди. Это что? А, просто. Королевская библиотека. Упоминание не читать без разрешения. Да все равно никого нету, я бы увидел. Кто, господи? Нерина, ну и ну, давненько же я вас не видела. Полагаю, опять проказничаете? Вы усвоили свой урок после скитания по туннелям? В следующий раз может не повезти. Куча книг, но все страницы склеены. Да как они смеют заставлять меня ждать, я уважаемый гость? Ой, блин, нет. Да, я так и поняла. Ужас просто.
Да, та это. Скалопендра. Крот в розовом. Да как они смеют заставлять? Да, шарамала, шарамала. Туда не пройти. Черт! А можно так сделать. Надо не забывать после клавиши заходить в дырку. Добро пожаловать в остров Конги. Это что такое? И чё? Все? Наверное, мне за это достижение дали бы, да? Кто это? Чайный дух. Охо, я хочу вам задать вопрос. Можно ли призраков считать газом? Так. Хорошо, плохо. Типа розовый цвет, только хорошо. О боже, у нас просто нет времени на то, чтобы принять всех этих буйных гостей. Похоже, никогда нельзя недооценивать популярность нашей дрожащей душечки. И вы, слуги с уродливыми лицами. У предстоящего главного события строгий дресс-код. Крайне важно, чтобы наши посетители были одеты в соответствии с четким требованием душечки. Вот простая схема, которую поймут даже не растокроты. Вежливо попросите недостойных гостей следовать за вами и приведите их ко мне. Вы ведь справитесь с настолько простой задачей? Ну да, в принципе. Мы подняли жемчужину. Да как они смеют заставлять меня ждать? Хотели попросить этого растокрота? Да. Не трогайте меня, у вас наверняка есть микробы. Возможно, кто-то более обаятельный сможет смягчить их тон. Да, блин. Приветствую, уважаемый гость. Прошу, следуйте за мной, срочно требуется ваше присутствие. Боже, ну конечно, вы выглядите как чистый, добропорядочный джентльмен. Можно же эту цепочку, да, сделать. Я наконец-то в центре внимания. У нас сейчас будет Макарена тут. Все то же самое говорит. О, я всего лишь хочу повидать моего единственного сына. Вау, ну почему мне надо уходить? Так, с самого начала. Приветствую. А, блин. Я? Они должны были сделать для меня исключение, но я им сейчас покажу. Черт, так и знал, что выбрал не тот галстук. Необходимо мое присутствие? Ну, конечно. У этой страны жестокие законы.
Мне нужно стоять в другой очереди? А, да? Ну, я нажимаю все равно. Хорошо, но вам стоит объяснить, что происходит. Ой. Не, она все равно этот. Это Big Boys, вызываю Альфа-3. Игра окончена, отменяем миссию. Бз. Ну, я поняла, да. Просто она этот... О, это что, круг делать, что ли? А, нет. Ладно. Все. Так, тут все. Там все, тут все. Угу. Что такое? Вам нужно помочь чем-то? Так, чё? Даже отсюда видно, что остался один гость в неподобающей одежде. Вежливо попросите недостойных гостей следовать за... Кто еще? Он что, спрятался, что ли? Где? Все же розовые. Вот это, что ли? А, я вижу. Я вижу. Как я так не заметила? Да как они смеют? Приветствую. Да-да-да. Ну, конечно, здесь замечательный персонал. Все, да, вроде. Я так не заметила. Вроде проверяла. Все равно что это. Превосходно, я знал, что вы справитесь. Теперь-то мы, наконец, можем избавиться от этих негламурных гостей. Стража! Увидите этих растокротов в подземелье. Нет! Ну что ж, дело сделано. Эти негламурные гости больше никогда не увидят белый свет. О, боже мой, что мы натворили? Нет. Что мы сделали? Все? Бедный Ростокрот. Так, все вниз. Вон она сидит. Трон душечки. А чё она там сидит? О. Почитай книжки сверху. Книжки сверху. А, вот точно. Я так не видела, блин. Мы получили книгу. Куча книг, а тут нет. Вот как бы я одна играла, я не представляю вообще. Так, все вроде бы, да? А, еще одна. I'm crazy, I'm stupid. Где?
Над лестницей. А ниже? А, вот, точно. Мы получили интересную книгу, она интересная. А, во, еще ниже есть, точно. Как я так эти блестяшки не заметил вообще. Вы получили поэма. Так, это все или еще? Я больше не вижу, вроде нет. Ой. Что это было? Карман? А, вот интересная книга, она интересная. Книга о битвах, написанная Хиро. Вау. Книга самопомощь. Книга шуток. А, ну это другое. Спички, проездной билет. Сертификат головожопа. Доказательство твердолюбости. Ничего. Да. Да. Амогус пришел. Ой. 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 Так. Это было... Ну-ка. Это... И у тебя есть простая книга, которая или оружие, или амулет. Амулет. Ой. А, вот же. Книга. Содержит в себе богатство знаний, носитель получает больше опыта в битве. А что тут? Бинокуляр же лучше. Книга лучше, что ли? Ой. Это плюс к опыту. Ну ладно. После босса небольшой перерывчик, наверное, сделаем. Ой, чё, куда я, блин? Да, неприятно реалистичная кукла душечки. А, это кукла, господи. На любого перса. Я всегда и везде ношу душечку. Скажи привет, душечка. Может, тогда на Кэлла надо было лучше. Пусть у него будут это. Чего у него ничего не улучшает вообще? Ладно. Ой. А у Обри что было? Браслет. Пузырчатая пленка.
Ладно тогда. Оставить на Хира, может, тогда. Продавщица попкорна. Приветик. Хотите попкорна всего за 80 гребешков? Да. Агась. No, we good. Oh-ho-ho. Все повторяется. Понятно. Очень интересный фильм. Спасибо. Я люблю душечку, она так сильно, что не могу даже вспомнить время до нее. Серьезно, не могу. Как уважаемый кинокритик, я верю, что все работы душечки далеко за пределами того, что наши слабые умы могут познать. Душечка, ты будешь моей. Шш, меня здесь нет. Вы ничего не видели? Ой, господи. Душечка единственная меня понимает. Я посмотрел каждый эпизод «Душечка в поисках сердец», по крайней мере, 6 раз. Но того не достать. Тише, это мой любимый фильм. Так, ну тут нет. И что дальше? Посмотрели фильм. Он оказался дурацким. А, нет. Назад. О, господи. Назад, вообще назад, да? А, вон, вижу. Сэр Максимус 2. Стоять, самозванцы, я знаю, кто вы, и вы не растокроты. Вы, наверное, гадаете, кто я, как я это понял. Видите ли, я сын легендарного воина сэра Максимуса. Вы смогли превзойти моего отца, но я сильнее его. Со своей удивительной родословной и отцом на моей стороне я одержу победу. О, да. Эй! Вонючка. Блин, надо было его разозлить, я забыла. Да-да-да. Жопа.
Ага. Я не могу оставить смерть отца неотомщенной. Вау. Вау. Использует финальную атаку своего отца. Ой, елки. А море не сдался. Так, лучше поем, наверное. Прости меня, отец. Мне жаль, что я тебя подвел. О, блин. Теперь у нас Кел будет отставать. Черт. Так, я... Ням-ням-ням-ням. Может пойти в этот? Попить? Ой, не сюда. Так, теперь куда? Обратно в этот подземелье? У нас там какое-то задание же было у кого-то. Я помню. У тебя еще одна из 4 сторон осталась. Там надо приготовить вроде левая. А, да? Блин. Так, там наверху мы были. Вот здесь... А, здесь мы были. Были же, да, здесь? Да, были. Справа? Да елки. Ой, это 15 все в игре. О, получилось бежать. А, вот здесь. А, точно. Крот шеф-повар. Ух, мои дорогие сушефы. Боюсь, моя спина больше не выдержит. К несчастью, я объявляю о своем уходе на пенсию. Постойте, шеф, кто же, как не вы, поведет нас на пути приготовления самого великолепного торта к главному событию? Сушеф, и настало время одному из вас вступить на сцену. Торт нужно испечь сегодня, от этого зависит наши жизни. О да, я вас услышал, шеф. Как наиболее талантливый среди нас, я добровольно возьму на себя эту задачу. Я не подведу вас, обещаю. Все? Эй, вы 4. Теперь вы сушефы. Идите на кухню немедленно. О боже. О, ура! Сохраняшка. Так, это не надо, наверное. Тут очень много растокротов, это уж точно. И все они определенно обожают душечку. Я попыталась дать еду одной из них, но она назвала меня холопом и швырнула этой едой в меня. Растокроты своеобразные существа, не правда ли?
Сейчас. Все. Продолжаем. Здравствуйте. Ой. Так, все. Это кто? Этот Растокрот задумчиво осматривается в портрет душечки. Я бы хотел, чтобы она и меня повесила на стену. Она-то тебя повесит уж точно. Кровать для Растокротов пахнет грязным бельем. Так. О, господи. Крот дворецкий. Сорс де ма шамбре о жапелери лес фликс. Ох, Франсуа, я не понимаю слова из того, что ты говоришь, но ты такой мечтатель. Картина... А, блин. Все, тут никого, что ли? Фу. Так. О, опять буква. Так сложно уснуть с этими двумя по соседству. Вот бы тут были потолки. Лол. Себя-то не обманывай, кретин. На душечке женюсь я. Ты заблуждаешься, брат-близнец. Это я женюсь на душечке. Ох, не надо мне тут. Тут вообще без шансов. Когда нас сравнивают, я самый храбрый и энергичный из нас двоих. Не будь глупцом, брат. Мы даже выглядим одинаково. Я знаю, что душечка полюбит меня за мою личность. Так. Это чушь, брат мой. Когда пробьет час, она по уши влюбится в мои новые модные усы. Модные усы, говоришь? Какие усы? Все, что я вижу, небритые волосики из носа. Дорогой брат, ты действуешь мне на стебли. Но я знаю, как это разрешить. Товарищи Растокроты, как вы думаете, кто из нас лучше подходит душечке? О, господи. Выбрать случайно. Ха, а я тебе что говорил? Я пойду просить руки душечки прямо сейчас. Я не верю в этот бред. О, боже мой, чё он так побежал? Ничего себе. Вы получили бантик. Эй, не видите, что я тут медитировать пытаюсь? Грубияны какие. Медитировать она пытается. Что такое? А, нет. Как жизнь, Линда? Давненько не виделись. Как поживает твой старик? О, господи. Я скучаю по этому парню. О, нет. Душечка такая крутая, хочу работать здесь вечность. Душечка такая страшная, хочу домой. Ой. Пачка джема. Ух ты. Место похоже на свалку. Еще музыка та же. Теперь есть что-то. Похоже, это работенка для... А. 350 градусов, мука и яйца, сахар и масло, клубника. Это рецепт правильного торта, то есть. Джей.
А, только после правильных букв появляется дырка. Все, я понял. Black Space. Зе, Вексе, Уве. А, welcome. Добро пожаловать на черное место. Welcome in Black Space, так что ли? In, наверное, да? In Black Space. А, нет, и нету. Значит, to. Ага, все. Какой я сообразительный. Так, ну это нам не надо. Так. Тут все посмотрели мы. Тут посмотрели. Посмотрели, взяли. Ай, ладно, не хочу разбивать. Так. Ну что вы так долго? Поднажмите. Я не могу покинуть эту комнату, пока не приготовили лучший торт во вселенной. Это что, мои проблемы, дядя? Набор ингредиентов. Некоторые более аппетитны, чем другие. Господи. О, таракан. Тараканчик. Ой, меня заметили. Пожалуйста, никому не говорите, что я здесь. Мне просто нравится копаться в кладовке. В смысле, а кто не любит? Мяу. Мяу. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Мы получили кокос. Кэл изучает выжималка. Ух ты. Кэл изучает выжималка. Так, надо есть, беги, бросай, напрячься, отскок. Может, вместо напрячься? Восстанавливает много сока другу, но также наносит ему урон. Это что такое вообще? Что за говно? Так, Что там было написано? Коричневый волосатый пол. А. Готовы приступить к выпечке? Просто следуйте моим инструкциям, и все будет хорошо. Я наизусть помню рецепт шеф-повара. Так, ну-ка, подожди-ка. «350 градусов, мука и яйца, сахар и масло. Клубника — это рецепт правильного торта». Хорошо. А это что? А мы там внизу были? Туда можно пойти? А, блин, куда вы идете? Возвращайтесь сюда. Ну ладно, давай. Все, да, наверное. Эй, не волнуйтесь, доверьтесь мне, я знаю, что делаю. Сперва нам нужно разогреть духовку до 75 градусов. А нам надо 350, да, сделать?
Отличная работа. Далее нужно смешать в чаше 2 основных ингредиента. Стиральный порошок и шарики для пинг-понга. Вам нужно больше ингредиентов. Мука, яйца, да? Да. Сахар. Ой. А там без разницы или надо вот как ты написал по списку идти? Ошиблась. И что делать? О, черт. Блин, а что делать? Блин. Можно так, смотри, сделать. Да. Да. Ага. Все, найс вообще. А там, кстати, эти смайлики видно, да, у тебя? Эмоции. Я там какие-то включила специальные. У меня через телефон что-то непонятно. Сейчас я проверю. Так, выключено. Feels good, man. Блин, оказывается, так, да, написано. А почему меня тут не видно? Странно. Ну-ка. Может, так зайти надо? Ой, столько ботов сидят, оказывается. Жесть. Блин, странно, почему? Так. А почему здесь не видно? Странно. Ну ладно тогда. У меня тоже не видно. На компьютере видно почему-то. Так, нет. Ну ладно. Потом разберусь тогда. Так, чатик. Так, наверное, сделаем. Все. Отличная работа. Теперь возьмите соль и сыр. Взбейте их до состояния супа. Так, что там было? Сахар и масло. Так, вот теперь вот это надо. Сахар. Нет. Это что, соленые огурцы? Угу. А где масло? А вот в чате видно на стриме. Ну да, в чате, да, на стриме видно. Блин, точно лучше. Так. Сахар, масло, да, все правильно. Ну
вот другое дело. Последним, но не по важности, возьмите соус и порубите его на кусочки. Клубника. Это рецепт. Да. Все, да, клубника. Да. Чего? Желтое на блюде слева вверху. Превосходно. Теперь все это смешайте и положите в микроволновку. Это так просто. А нам куда надо будет положить? Вам нужно собрать все ваши... Так. А теперь в каком порядке? Теперь в каком порядке класть? Без разницы? Без разницы, да, класть? Ну все понятно, хорошо. Окей. Почему он сказал микроволновки? Вы поместили тесто для торта в духовку. Вы приготовили торт. Ух ты, он отлично выглядит. Ах, все готово? Должен признать, прекрасная работа. А теперь давайте его попробуем. Изумительно, как я и ожидал. Другие сушефы еще пожалеют. Вы получили сковорода. Чё за... А кому эту сковороду дать? Хир. Всех перебрала, блин. О! Сковорода лучше. Еще дальше. Бзюа. Пусть память о нашем шеф-поваре будет жить вечно. Понятно. Мы серьезно относимся к своей работе. Стража душечки вербует только лучших из лучших. Вернуться на посты, салаги. У нас не любят бездельников. Я учился искусству сражения всю свою жизнь. Если вы постараетесь, то, возможно, однажды тоже станете как Люциус. Эй, вы не видели сэра Максимуса? Этот тип задолжал мне гребешков. Видели? Все, назад. О! Здрасте. Ой, а у нас сока мало. О, щит. А там же не было, да, хилки? Или подожди, было вроде что-то. Вот да, было. Да нет, все равно это. Надо, чтобы это было все прям по максимуму. Ну-ка, сохранится, что ли? Так, все. Здравствуйте. Максимус третий, да? Ага. Стоять, самозванцы, я знаю, кто вы. И вы не Растокроты, это внук, что ли, уже? Вы, наверное, гадаете, как я это понял. Видите ли, я сын легендарного воина сэра Максимуса 2 и внук сэра Максимуса. Возможно, вы превзошли моих отца и деда, но это только подогрело мою ярость и жажду мести. Со своей удивительной родословной и отцом с дедушкой на моей стороне я одержу победу и отомщу за свою семью. О, Господи.
Так, атака. Атака. О, нет. О, увеличилось. Хиру улыбку вначале использую всегда. Беги, бросай. Что за беги, бросай? Кэл наносит атаку по врагу, зависящую от скорости вместо атаки. О нет, мимо. Беги, бросай имба, если ты на Кэлла хвост наденешь. Наденешь. Оденешь. Так. Хвост? Что за хвост? Может, ну-ка, сейчас, минуточку. Ладно. Тогда пока сейчас не надо использовать, да? Нет, я не могу оставить смерти отца и деда неотомщенными. Мимо. О, нет, 22. Вау. О, нет. Сэр максимум 3 использует финальную атаку своего деда. О, нет. Ой, хочу чихнуть. О, нет. Блин. Ладно, просто атакую. Отец, дед, мне жаль, я вас подвел. Все. Ну, хоть все выжили, слава богу. Домашний джем. Эй, мне кажется, или внезапно стало тише. Разве возле входа не стояла толпа растокротов? Теперь их нигде не видно. Должно быть, они вырвались наружу. Давай за ними, Амори. Наверняка они выведут нас отсюда. Так, что там было? Ой. Навыки, да? Воскрешает друга, являющийся...
А это полезная штука. Массаж вообще нужен? Или не надо? Ой, блин. Очень много сока требует, но да, полезно. Так, что нам сейчас? Не особо, кстати, а поэма стоит на море. Сейчас посмотрю. Стоит. Стоит. Где? Но она же давно же уже стоит. Я ее не убирали. Надо покушаться, наверное, да? Сейчас будет битва с боссом. Покушаться надо? Ладно, пойду покушаю, наверное. Нет. Так, здесь мы были. Ой, я пойду окно закрою, а то что-то холодно стало. Ой. Туй. Ой. То холодно, то жарко, то холодно. Ой, а вниз надо точно, блин. Ужас. Это не фруктовый пунш. А, я думала, с этими разговаривал, с фламинго. О, господи. Юху, мы наконец-то вышли из замка душечки. Интересно, что с этим событием, к которому все готовятся? Странно, я не вижу ни одного ростокрута на выходе. Куда они могли пропасть? Здесь должен быть секретный выход. Давайте походим вокруг, пока не заметим что-нибудь подозрительное. Блин, жалко, вот нельзя осматриваться. Ой, ай-яй, больно. Все в порядке? Что случилось? Ух, этот куст душечка выстрелил по нам лазером. От них точно можно как-то избавиться. Оно что, дамажит, что ли, прям? Что такое? Так, тут тоже лазер. Пец у него там этот. Так, здесь нужен Кэл, но мы туда не попадем, походу. А, вот тут пойдем. Сейчас.
Ой. Хорошо, душечка, сама напросилась. Хия! Блин, промазал. Глупый Кэл. Так ты такими бросками ничего и не собьешь. Может, попробуешь прицелиться хоть раз? А, прицелиться? А что, так можно было? Конечно. Даже ты можешь целиться, Кэл. Хорошо, я постараюсь. А чё, так можно было, что ли? О, боже мой. А как? А, вот так просто. А я на стрелки нажимаю. Так, ну все. Вот что такое. Е. Мы получили лимонад. Опа. Брайан выдающийся, смотрите, куда идете. Перед вами член выдающейся гвардии душечки. Я буду хранить премудрость этого замка ценой своей жизни. Ладно. О, нет. Стой. А, да? А как? Опять, что ли? Что-то не работает. Может, о море надо? Ничего себе, Кэл такой высокий, реально. Кэл, блин, Хира. Какой статуи? А, там внизу? Ладно, сейчас. Ой, столько мест, не знаю, куда пойти. Веу. Все? Впечатляющая статуя душечки отбрасывает неприятную тень на сад. Какой пароль? И? 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 Вы сказали, романтический фламинго вдыхает статую. Неверно. Ой-ё. Продамажила, да? Сучка. Ладно. Теперь надо, да? Так. Есть 4 пароля. Что нужно дать статуе душечки, чтобы открыть тайный ход? И как полагается члену выдающейся гвардии, на меня
возложена обязанность хранить второй из 4. Хочешь знать пароль? А? Не так быстро, дружок. Должен отметить, ты высоковат для Растокрота. Как мне знать, действительно ли ты один из нас, умных и величественных созданий? Думаешь, я пароль потенциальному шпиону разболтаю? Ха, не смеши меня. Если ты уверен, что ты Растокрот, почему бы тебе это не доказать? Ой. Я скажу пароль, если ты угадаешь, о чем я сейчас думаю. Ох, вкуснейший тофу. Прошу прощения за подозрение. Похоже, много разных Растокротов есть на свете. А сейчас... Наклонитесь поближе. Доверенный мне пароль наполненный. Запомнили? Пообещайте, что никому не расскажете, ладно? Записывайте. Наполненный. О, боже мой, это кто? Господи. Это враг? Да ладно. О, вот можно убежать, блин. Я хочу драться. Так. Угу. Так. Ой, опять не на стрелки нажимаю. Вафля. Там с той стороны надо. Ой, а это что? Подозрительно выглядящий гриб. Хотите его попробовать? Ты округлый. Твои глаза не говорят мне, что ты жаждешь знаний. Отлично, отлично, отлично. Я научу тебя. Подойди. У тебя нет такого же блеска в глазах, как у округлого. Он единственный, кого я буду учить. Округлого? Вот этот, что ли? Ты пришел, отлично, а теперь смотри, твердые луковицы, как та, что сзади меня удерживают подобных нам существ. Однако мы не можем освободиться своими силами. С помощью очень специфичной и сложной техники резки можно было бы освободить нас от участи нашего приятеля. Тем не менее, на освоение этой техники уходят годы, может даже десятилетия. Если согласен учиться, то неизвестно, сколько это займет. Но со временем, я верю, ты будешь вершить великие дела. Готов ли ты принять вызов и стать моим учеником? Амори тренировался долгое время. Отлично, отлично, отлично. Ты так вырос, в отличие от этой луковицы позади меня. Теперь разрежь ее, используя свою отточенную технику, дабы плененный мог жить. Наконец-то я свободен. Отлично, отлично, отлично. Возьмите это мой подарок вам. Вы получили одуванчик. Пачка джема. Все. Так, 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 так. Так, 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 так.
Так, ага, угу. А, хочешь знать пароль? О, нет, приношу извинения, никому не должен рассказывать. А, он вам нужен? Прямо очень-очень нужен? Прямо очень-очень-очень нужен? Вот прям... Похоже, у меня нет выбора, но только если вы пообещаете никому не говорить. На мизинчиках поклянетесь. Поклянитесь. И все. Фух, я просто беспокоился, что вам доверять нельзя. А теперь наклонитесь поближе. Пароль, который мне доверили, желе. Поняли? Пообещайте, что никому не расскажете, окей? Хай. Хаю-хай. С вами Ивангай. Ух ты. Вел. Но мне не нравится соленый... А, блин. Заколебал. I am from Russia. Are you? My English very bad. Sorry. Вы с друзьями чувствуете себя как новые. Так, надо сохраниться. А, это же мы туда пришли. Точняк. Обратно. My grandmother was Russian. Окей. Окей. It's cool. Так, кто там? Кел. Так. Уроки английского языка. Балашихи. Yes, you. Как хорошо сегодня в саду, не так ли, братья и сестры? А, вы говорите, что хотите знать пароль? Приношу извинения, боюсь, это не в моей компетенции. Однако, я полагаю, что-то вкусное, беловатое, немного кубическое может изменить мое мнение. Дать тофу, да, конечно, у нас их дохренища. I'm from USA, California. Вау. Ох, вкуснейший неопределимый тофу. Думаю, я могу разок проговориться. Хотела бы я сейчас жить в Америке. Он, наверное, не поймет, что я сказал. Я просто не помню, как это сказать, типа. Теперь наклонитесь ближе. Доверенный мне пароль сладкий. Запомнили? Пообещайте, что никому не расскажете, хорошо? Спроси у него, типа... Как его? Почему его бабушка... Почему его бабушка не учила русскому языку? Ну, она вообще знает русский язык. Может, она просто родилась, наверное, в России, а уехала потом в Америку, типа. Эмигрант. Так. Что у нас там? Сладкий наполненный желе, да?
Сладкий, наполненный желе, и там кто-то, и, наверное, этот. Так, а вот. Здесь осталось. Так. Ничего нет, что ли? There is no happy life in America. Why? Why is no happy? Russia no happy too. Believe me, in Russia happiness does not exist at all. Чистые американцы. Последняя, да, осталась? Так. Мгм. Ну, блин, я должна вот так охранять этот пароль и все такое, ага. Ну, типа он про еду, поэтому я днями думаю лишь о еде. Я так голодна, что начала жевать траву, чтобы поумерить аппетит. Представляете, они должны начать предоставлять еду здешней охране. И вообще, что это за пароль такой, пончик? Это типа дурацкое прозвище, которым тот странный синий чел называл душечку или что? Да, пожалуйста, это даже не секрет. Кто угодно об этом догадается. Они всегда ходили по саду. Все такие влюбленные, обзывали друг друга всякими именами взад и вперед. Все время говорили шутки типа «Почему ты еще не предложил мне выйти замуж за тебя?» И «Извини, мои друзья не сильно верят в эти отношения». Уф, так бесит. Но уже пофигу. Я все равно останусь здесь торчать на охране одного из 4 паролей, как и те трое. Да, у них вообще рот не закрывается. Давайте, может, начать жалеть меня? Мне-то точно не пофигу будет. Застряла тут, в этом одиноком уголке сада, защищая слово «пончик». Вот так, блин. Пончик! Чё там? Grandma knows we have to live under the cover of a happy life. Так, я думаю, как спросить. You won't leave Russia? Типа, хотел бы он жить в России, короче, так. Я, блин, все время как иностранцы с иностранцами общаюсь, у меня все это забывается сразу. Впечатляющая статуя душечки от ладно, это я читала уже. We have a lot of immigrants. Так, какой пароль? Сладкий. И... Так, что там? Наполненный. Желе. Сладкий желе. Наполненный. Пончик. Вы сказали сладкий желе, наполненный пончик. Ой. Ладно. No. Where else so many in Moscow? Ой, что происходит? Подождите.
Господи. Неоткрытые подарки разобраны по полу. О, нет, ну, пожалуйста. Ну, что ты делаешь? Сейчас, подождите минуточку. Ну все, ложись теперь. But I will visit Russia soon. Visiting Russia once is not bad, but living in this terrible. Я, кстати, этим... А, нет, не летом, в феврале я вот ездила в Питер, Москву. И успела в этот Макдональдс побывать, пока она не стала вкусочка. Так, что там у нас? No. Это же стереотип. Как там слово стереотип на английском? Я вообще живу на севере. У меня тут У меня тут олени кругом. Я типа живу я в юрте. It's very cold cities, but in fact it is stereotypical. Я так читаю смешно по-английски. Вы получили 10 гребешков. Мгм. Чё там? Блин. Есть кое-какие отборные товары на продажу, шеф. О, можешь что-нибудь продать? О, у нас аж целых 2 жемчуга. Ага. Так, и все, кажется, да? Все остальное надо. Чего? А, воздушный рожок. Ой. О, да, огурчики хотите перекусить? Дальше душечка будет, и там мишка для квеста. А, окей. I also think that vodka is your second currency. Что-то чел, походу, это прям мало знает, что о России. Хоть и бабушка у него и с России. А ты знаешь, что спроси? Какие там у американцев стереотипы бывают? Я уже забыла даже. А, ну это сантехники, это ладно там. Сантехники, вот, блин. У американцев же тоже какие-то там стереотипы есть. Что там у них? Они там в этих ковбойских шляпах своих ходят постоянно и что-то там и кантри поют. Что там еще? А как к нему пробраться? К Мишке? Ой.
Как хочется много сказать, но сейчас не то время. Почему? Ты имеешь в виду этот, американцу что-то сказать? Или чего? А на маленького Мишку ты клацала? Он про спойлеры. А, господи. Думала, про что вы там говорите? А, у тети, что ли? Что-то не нажимается. Любимая дшечка, ты моя любовь. Пожалуйста, приди ко мне домой. Он готов для тебя. Он готов. Да, я про спойлер. Я полюбил тебя, когда увидел тебя. Ты же будь моей всегда. Окей? Пыж, 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 пыж. А тут что? Дорогая душечка, я тебя очень люблю. Давай заведом детей и будем жить вместе всегда. Я очень этого хочу. Спасибо. Мишка не подходит он. Тут подарки мешают. Как этот подарок убрать? И. Ну ладно. О, тут сохраниться можно, оказывается. Так. Так, сохраняемся. Обязательно. I can speak Russian, but not right. Ну, мы тоже... Ладно. Сейчас какую-нибудь херню скажу. Ну, у вас Google переводчик рядом, поэтому, если что там. Мы, наконец, выбрались. Ого, откуда здесь все эти декорации? Чё-то, мне кажется, вот этот... как его? Похоже очень на церковь вот это. Американцы собрались в чате. И правильно тебе похоже. Для моря это все цирк и шоу. Ой. Так, похоже, кто-то вот-вот выйдет замуж. Ой-ой, шоу уже начинается. Прячемся. 40-45% моих знаний позволяют часто. Добро пожаловать, добро пожаловать! Сегодня воистину знаменательный день. После 42 сезонов «Душечка в поисках сердец» пришло время провести последний эпизод. Нами всхлип был пройден чудесный путь, всхлип. Спасибо, что смотрели нас. В течение всего нашего шоу мы искали идеального избранника для нашей любимой душечки. И, к сожалению, каждый раз душечке не удавалось найти истинную любовь. Но на этот раз мы уверены, что действительно превзошли себя. Это момент, который произойдет, все остальные. История начнется здесь и сейчас. Приглушите, пожалуйста, свет. Начинается последний эпизод. Приступим же к свадьбе.
Пожалуйста, пройдите в зал. Идеальный избранник душечки. Сейчас будет такой саундтрек. О, Господи. А, я думала, это уже начало саундтрека. О, Господи. Да, так и есть. Уверен, после этого вас уже ничем не удивишь. Все это время ответ был прямо перед глазами. Единственная пара достаточно прекрасная для душечки. Это сама душечка. О, Господи. О, Господи. О, Боже мой. Заткнись. Тишина! Начнем церемонию. Дорогие возлюбленные, мы собрались сегодня. Ахахахаха. Душечка женится сама на себе. Какой отстой. Не смейся, Кэл. Мне на самом деле ее даже немного жаль. А теперь, есть ли у кого-нибудь возражения против этого священного брака, выскажитесь сейчас или молчите во веки веков. Мальчите. Что там? Саундтрек будет во время битвы с боссом. Хе-хе. У Space Boy трек лучше литериль. Лучше всех вообще it means everything. Послушай музыку при возможности, она шикарна. В таком случае, властью, доверенной мне, я объявляю вас душечкой и душечкой. Теперь вы можете крепко поцеловать. Протестую! Остановите свадьбу немедленно. Это что, Космо этот? А, нет. Не делай этого, душечка. Это свадьба самодурства. Любить себя это одно, но это уже слишком. Опять ты? Как ты посмела опять сюда явиться? Стража! Стража! Душечка, ты совершаешь ошибку. Нельзя же просто взять и жениться на себе. Где-то есть тот, кто тебе подойдет. Я точно знаю. Обри, что ты делаешь? Она же опять сошлет нас в подземелье. Ничего ты не понимаешь, непонятная фанатка Хира. Когда-то я была юной принцессой, я тоже думала, что во вселенной есть кто-то и для меня. Но все это в прошлом. Я больше не верю в любовь, и никого другого я больше не полюблю. Теперь единственное, кого я буду любить, я сама. А теперь, стража, схватите ее. Хира, я не думаю, что это хорошая идея. Душечка, выслушай меня, ты не должна этого делать. Что это? Не может быть. Хира, мой герой, пришел ко мне. Ах, мой милый Хира, я знала, что ты просто так меня не оставишь. Твои слова заставляют меня колебаться. Хоть между нами все и кончено, мое сердце тебя не забыло. Я дам тебе последний шанс. Женись на мне, Хира, здесь и сейчас. Тогда я оставлю твоих фанатов в живых. Погоди, что? Я не могу, это же безумие. Что такое? Ты отверг меня? Опять? Но как такое возможно? Я не понимаю. Сейчас будут кричать, наверное, да? О, Господи. О-хо-хо. О, нет. Мои уши. Минус уши. Ой-ой, что ты наделал? Ах, да, Теперь я все поняла. признаю, я ошиблась насчет тебя, Хира. Я думала, что ты будешь достойным спутником. Но, похоже, ты просто завидуешь мне, как и все остальные.
Да, так и есть. Моя ослепительная внешность, очаровательная улыбка, моя компанейская душа. Да вам и находиться рядом со мной в тяжесть. Что же, больше вам не придется отчаиваться. ЧСВ головного мозга. Для меня лично you must carry on. Adjective. Ну, она неплохая. Тот трек тоже приятная в целом. Ома Кэт постарались над музыкой. Делай всех грустными, а душечку веселой. А, да? Так надо? А. Я прекращу ваши страдания. Сама. Лунная призма, дай мне силу. Прощайте, жалкие простаки. Я запру вас в подземелье навечно. О, нет. Так. Ну вот, без вас, опытных, я бы не смогла бы играть в эту игру. Ну как, могла бы, наверное, все время бы проигрывала. Так. Тогда надо на себя грустный стих читать. Блин, что так музыка орёт, как это, не знаю кто. Ага, все, окей. Так. Сначала делать грустными, а потом бить, да? Ну ладно. Ой, ой, нет, нет, нет. Веселый, типа, счастливый, да, делать? Ага. Ее надо прям сильно счастливо сделать. Да, пробовали счастье накладывать. А если грустным сделать? Он там вообще в депрессию уйдет, что ли? Ой, то есть грустным. Ну да. Что я сказала вообще? Так и побеждали Space. Она сама теперь супер счастливой станет. А, ее не надо тогда, да, делать? Так. Тогда просто атакуем, да? Сейчас, да, делаю контратаку на Обри. Пускай танчит. Окей. А то Кэл с пары ударов отлетит. Ну, Кэл, да, ну сейчас повезло на него не Она мимо ударила. А то Кэл и улыбку забыла. Блин. Так, сейчас тогда сделаем грустный стих. Так, контратака, атака, улыбка. Все время забываю делать. Промах. О, Хира, мой герой, твоя улыбка очаровывает мое сердце. Я сделаю ее своей. О, Господи. Так, все грустные. Так, теперь просто атакуем. Она контратака.
Блин, ты заколебал. Так, что там? Делай контратаку. Ага. Крыл всегда огребывает всех, да. Ну я в море сразу в депрессию кидаю. Ага. В депрессию. Дед инсайд. А море, ага, чтобы повеселить было. Окей. Блин, тогда это... Так, стоп. Грустный стих. Так. Контратака. Атака. Атака. Уныние. Депрессия. Чё, американец ушел, что ли? О, у нас есть энергия. Ничтожность. Все, я атакую, да? Пахи Кэлла. Ладно, сразу туда его подхилить этим? А море или это? Лучше этим. Так, контратака. Попкорн, наверное, использую. О, нет. Пожалуйста, живи. Живи, Кел. Пж. Есть. Бесполезно, дурашки. Вам не снизить мою позитивную энергию. Все, она теперь не станет грустной или злой. О, Господи. Как вы смеете поднимать на меня руки, глупцы? Вы должны стоять на коленях. Охо, мои красота и изящность безграничны и вечны. Как жаль, что вам недолго осталось ими восхищаться. Душечка стала восторженной. Ой, она уже вообще в край, короче. Crazy, stupid. Ой, что-то они злыми стали. Нет. Блин, злыми стали. Что делать? Хотя бы счастливыми. А грустными не надо делать тогда? Чё ли? Блин. Грустными, то веселыми. Так. Удар головой. Тогда уж. Сколько тогда? Так.
Сделать себя, еще кого-то счастливым, с помощью вещей сделать других грустными. Чего? Так, грустными или счастливыми делай. А, ну да, сейчас. Так. Вот. На друга или врага. Ага. Кого сделать грустным, кого веселым? Ну, это понятно. Ай. Как делать грустными или веселыми? Запутали меня. Так. Тогда грустный стих. Тогда... Чего? Что я делаю не так? Так, стоп, я тогда жду. Угу. Ну это я поняла, я же сделала только что этот грустный стих на эту Обри. Две поэмы потратить, сделать все грустным. Так, да? И просто атакую. Ну да. А что Шарм делает? О нет, 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 не умирай, пожалуйста. О нет, блин, Обри. Ёлы-палы. Собака. Ай, елки-палки. Так. Надо оживить эту. Воскрешает всех друзей, это не надо. Ой. Вот так. Не погоди-ка. Что там? И поэтому тебе и говорил первым ходом делать ее хотя бы счастливой, чтобы увеличенного дамага не было. Ну ладно, уже в этот. Уже так идем. Может, сам на себя пусть почитает поэму. Что? Угу, хорошо. Сделала. И умер, блин. Издевательство. Ай, блин, сока нету. Что делать? Так, ну надо оживить. Контратака.
Так ты же сказал грустными делать. Я не поняла. Шо? О! Так. Блин, сока нету. Ёлки-палки. Ай. Почему нет такого? А вот. Всем друзьям вот надо. Так. Так. Так, я просто плачу хотя бы счастливыми, а в идеале грустными. То есть злые это самое ужасное, что может быть, грустное состояние лучшее, что может быть. Чё, поэму опять на себя читать? Сейчас опять помреет, наверное. Короче. Ну да. Душечка. Еще держитесь на ногах. А тараканов, похоже, не так просто прихлопнуть. Охо-хо-хо. Душечка меня маниакальна. Только не бей, пожалуйста. Так. Попкорн надо. И атака. А сколько вообще надо пользоваться, да? Ладно. Попробуем так. Да, ну ладно. Просто я думала, может, он этот будет немножко это. Ой. Ладно, используем. Опять они злые. Нет, это поражение. Я не согласна. Я это не приму. Вы же просто кучка низкородных бедняков. Боже мой, мы это сделали. Ни хрена себе. Удар по настрою. Рикошет. Как такое возможно? Да вы же ничтожество. Как вы смеете мне мешать? Бросьте их в подземелье. Стража. Все кончено, душечка. Свадьба отменяется. Нет, да ни за что. Убирайтесь отсюда.
этот что ли, придурок? Моя душечка, о, моя душечка. Ах, я так рад, что прибыл вовремя. Сейчас же останови это безумие. Как-то космопарень? Ты? Идиот. Я же сказала, что больше не хочу тебя видеть. О, душечка, что же ты, душечка, мой сладкий наполненный желе пончик. Прошу, попроси свое сердце дать мне еще один шанс. Прости, что заставила тебя ждать так долго. Ну, он, короче, ему нравится эта абьюзерша. Ты... что ты делаешь? Мне очень жаль, что не сделал этого раньше. You marry me. Женись на мне, душечка, сейчас на этой сцене. Ого, боже, это все так неожиданно. Как романтично. Ростокрот Майк, приказываю тебе женить нас немедленно. Так точно, сию минуту, госпожа. Дорогие возлюбленные, мы собрались здесь... Ах, забудь про формальности, Майк. Истинная любовь не может ждать. Да, моя принцесса. Силой, доверенной мне, я объявляю вас душечкой и космомужем. Теперь вы можете поцеловать невесту. Еще закрыли. Цензюре. О, душечка, давай вместе путешествовать по вселенной и оставим все это позади. Да, муж мой. С тобой я готова пойти куда угодно. Покинем же это место, моя душечка. Мы так долго были в разлуке. Идем, мой корабль ждет. Да, конечно, мой милый. Но сперва мне нужно сделать еще одну вещь. Ростокрот, Майк, дай мне кнопку. Сию секунду, моя королева. Кнопку. Это нам больше не понадобится. Ай. Теперь я готова, дорогой. Наконец мы можем быть вместе. Идем, моя королева, наша карета ждет. Смешные такие. Ретроградный Меркурий. Чем он там потолок сломал? Вот вам и счастливый конец. Но не думаю, что все это хорошо кончится. Ой, да. Похоже, это все было бесполезной тратой времени. Ваши дружеские узы стали сильнее. Действия следования команды усилены. Все? Ой, что это со мной? Что такое? О, началась дичь. Что такое, море? Что-то не так? Что-то аж страшно стало. Далеко падать? Хочешь прыгнуть? Мы правильно сделали? Ой. Так.
Мы же правильно сделали, да? А вот и началась дичь. Вы нашли интересующую вас книгу. Прочитать отрывок. Во время поездки домой их настигла дрема одного за другим. Прошел прекрасный день на пляже, естественно, все были уставшими. Первым заснул Кэл, а за ним и остальные. Солнце уходило за горизонт, а уронил свою голову на плечо Обри. Он просыпается от небольшого толчка, но не желает открывать глаза. Он лишь притворяется спящим, выравнивая дыхание. Он слушает шум дороги. Теплые лучи закатного солнца Олег. Теплые лучи закатного солнца ласкают лицо, а кончик носа слегка щиплет от небольшого обгорания. Он счастлив, очень-очень счастлив, и клянется сам себе, что будет помнить этот момент, несмотря ни на что. Так, туда нельзя. Горы книг, погребенных в пучине времени. Хранители этой библиотеки давным-давно оставили ее. Все, ничего такого, да? Так. Вы нашли интересующую... Да-да-да. Лужица сока растекается и впитывается в ковер. Над ней нависает никто иной, как Кэл, держащий открытую коробку сока. Оглянувшись на своих друзей, он видит у всех одинаковые лица, полные досады. Он издает лишь виноватый смешок. Кажется, приходит менее секунды, но Кэл уже исчезает в дверном проеме. Крохотный черный котенок проходит по лужице, оставляя на ковре мокрые грязные следы. Хира багровеет и выкрикивает «Кэл!», но тут уже давно покинул место преступления. Хира вручает Хира пару бумажных полотенец. Блин. Наверное, Мария вручает Хира пару бумажных полотенец, да? Ну там Хира же тоже с 4. Среди собравшихся они самые старшие. Если они не высушат сок вовремя, он засохнет и оставит здоровенное пятно. Кэл будет наказан позже. Понятно. Так. А там что? Так, вот что вижу я. Угу. Пока шел жаркий летний день, все мысли Олега были о том, почему они не могли заняться этим завтра. На заднем дворе царил беспорядок. Везде были разбросаны деревянные доски. Кто это? Амори и Обри? Что ли? Ну что ты делаешь? Сейчас снесешь тут все. Усердно работали, и благодаря им трава была усеяна пятнами краски. Весь день Олег смотрел, как Хира таскал туда-сюда доски из пикапа своего отца. Он наблюдал за тем, как Кэл постоянно попадал молотком себе по пальцам и заметил, что
Ма- Мари уже более часа не спускалась со стремянки. «Я просто буду морально поддерживать их», — думал Олег, в полудреме сидя в тени своего любимого дерева. Разумеется, он знал, что этим дело не ограничится. Скорее, его друзья будут просить его помочь, и он не сможет им отказать. Домик на дереве строился для них всех, потому что потом общий вклад в дело был бы справедлив. Олег знает об этом и соглашается, пусть и с неохотой. Поднявшись на ноги, он вступает во всеобщий кавардак. Он знает, что должен работать, как и все. И, конечно же, это обязан был быть самый жаркий день лета. Все. Ой, Господи. Это что такое? Что за... Шевелится там что-то. В этом учебном году Олегу улыбнулась удача, ему досталось место рядом с маленьким окном. И каждый день Олег безучастно смотрел через него. На тени деревьев и на облака, что ползали над головой. Его сознание было далеко от тела. Да елки-палки. В его собственном мире, в его историях и приключениях. Это вошло у него в привычку. Он легко тонул в океане своих мыслей. Сегодняшний день не отличается от остальных. Олег апатично смотрит в окно, наблюдая марш облаков, сменяющих друг друга на небосводе. Внезапно на его плечо приземляется рука, возвращая его в реальность. Олег отворачивается от окна. Кэл улыбается. Он сообщает о том, что урок закончился, и сейчас время обеда. В меню сегодня пицца, и им надо добежать до буфета, пока все не разобрали. Живот Олега урчит. Он вновь смотрит на окно. Ему придется продолжить его приключения в другой день. Так. Тут мы смотрели. Да, вроде смотрели. Да, вроде смотрели. Так, а что туда? Вот, господи, блин. Ой. Вы нашли интересующую вас книгу. Что я читаю? Солнце заходит за горизонт. Необычная статуя возвышается над поверхностью тайного озера. Возможно, в прошлом она много значила, но ныне трудно разобрать даже очертания надписей. В любом случае, это не важно компании, пришедшей сюда сегодня. Для них она является лишь вышкой для прыжков в воду. Братья поочередно прыгают со статуи. Хира прыгает первым, затем Кэл, потом снова Хира и опять Кэл. Они играют, зовут Олега прыгать с ними, и немного обдумав, Олег робко соглашается. Олег забирается на статую и смотрит вниз на водную рябь. Он слышит стук своего сердца, а в ушах начинает звенеть. Его ноги непроизвольно подкашиваются. Он старается выровнять дыхание. Он чувствует, что кто-то ползет по его плечу, и в этот момент его глаза встречаются с глазками черного паука. В ту же секунду Олег без чувств падает в пучину озера. Вода заполняет нос. Он дергает руками и ногами, но вода сильнее. Он слишком слаб, беспомощен. Или же он так думает? Олег зажмуривается и ждет, пока братья спасут его. Кстати, да. Высота, вода и пауки. Но ужас просто. Да блин, что такое? Так. Здесь ничего нету. Вроде бы ничего. Так, сначала с той стороны посмотрим. О, буква Л нам нужна.
Ой, такой звук страшный. 6 клавиш осталось. Туда надо заходить? А, это же просто было как пугалки, да? Блин, я пошла. Блин, я уже пошла. Чёрт. Не забывай, это что-то там в коробке. Блин. Ну, елки-палки. Вот когда надо, блин. Ай, и что теперь там? Я что-то пропустила, да, важное? Когда вот надо это, не делаю, когда не надо. Нет, ты не сразу написал. Я вот как вошла, сообщение пришло. Черт возьми, блин. Режь себе. Ничего нового. Тут что? Ладно. Режу. Зачем он все время себя этот селф-хармит? Осталось 2 дня. Жесть, 5 часов. Да, все, наверное, надо сохраниться. Блин, что ж теперь там было-то? В этой. Как там его? Воспоминания. Ай. А вот, тут сохранюсь. Всё тогда. Хорошо посидели. Ой, ой, ё-моё. Как я устал. У меня уже сколько? Надо чуть-чуть вот так сделать, наверное. Тяк-тя, тяк-тя. Что тут фон, оказывается, был не по размеру. Ага. Шикарно. Завтра, может быть, тоже посидим. Нет, это специально, чтобы вдруг, если там напишут какую-нибудь херню, чтобы на стриме видно, типа, не было запрещенки всякие и все такое. Ну, конечно, этого, наверное, не может быть в ближайшее время точно. Ну, пусть на всякий случай так будет. Так, конечно, вот так, наверное. Чуть-чуть меньше могу сделать так вот. Так вот, так. Так, пускай будет. Так вот. Так. Так вот. На Амогусе пусть видно будет.
Ну все. Завтра можно было бы это тоже постримить. Ах. Продолжить либо о море, либо что-нибудь другое поиграть. Я бы хотела эти поиграть, трэш-хорроры. Что-нибудь такое. Ой. Ну, а море осталось уже меньше половины, да. Ой, там чисто только эти, походу, занимают больше, как его, битвы эти, драки, блин. А так в целом играет нормально. Если без этих драк, наверное, это было бы побыстрее. Я почему-то думала, что вот это веселенькое все будет меньше идти. И сразу, типа, потом станет все страшно. Сразу же резко.